В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Как стать госслужащим? Какие перспективы и трудности ожидают молодых специалистов на пути к успешной карьере? Где и как они проходят обучение? Какие знания и навыки при этом важны? Спросим об этом у гостя студии Александры Турантаевой, исполняющей обязанности ректора Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Александра Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вначале хочется спросить, всем ли желающим стать госслужащими необходимо пройти какое-то специальное обучение? Ну, прежде всего, госслужба – это работа во благо республики, страны, во благо наших сограждан. Это очень сложная, очень творческая работа, которая требует непрерывного развития своих компетенций. Мы, как Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия, являемся корпоративным университетом правительства республики и, получается, осуществляем подготовку команд, лидеров нового формата, которые могли бы способны решать эти сложные задачи, отвечать вызовам современности, будущего и постоянно вводить какие-то улучшения во благо граждан. А кто и как к вам приходит на учебу? Это какие-то выпускники университетов, это, может быть, состоявшиеся люди или просто какие-то желающие? Основные наши слушатели, клиенты – это, конечно же, государственные муниципальные служащие, но кроме них у нас вовлекаются в образовательные процессы и сотрудники госучреждений, и коммерческого сектора, и общественники. И все это позволяет нам создавать такую вдохновляющую образовательную среду, где люди бывают нацелены на позитивные изменения в обществе, во всех сферах жизнедеятельности. Мы уже более 20 лет занимаемся дополнительным профессиональным образованием. На наших площадках обучается ежегодно более 7 тысяч слушателей, более 2000 проходят оценку компетенций, да, и мы сопровождаем более 1000 проектов. Вот. То есть, получается, мы также вовлечены в реализацию развития кадрового потенциала республики. Может быть, слышали о таком масштабном проекте, как Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии». Да, у нас за 2 года через этот конкурс прошли свыше 10 тысяч человек, и свыше 500 участников, финалистов, получается, прошли обучение в лаборатории талантов. Они у нас не только учились, да, но и реализовывали свои проекты в командах и участвовали в таких активностях, как «Вызов себе». Да, то есть, получается, когда ты расширяешь свои физические возможности, ты расширяешь также свои интеллектуальные возможности. То есть уже ставишь более амбициозные задачи, да, ставишь такие высокие цели, более глобальные. А само обучение у вас проходит в очном или заочном формате? У нас форматы разные, бывает очный формат, мы используем также дистанционный формат, у нас есть видеокурсы. Система непрерывного развития – это не только обучение на курсах повышения квалификации, либо переподготовки, да, также это участие в различных форумах, конференциях, семинарах, это у нас и тренинги, и короткие мастер-классы, да, различные. То есть формат у нас разный, под каждую задачу мы подбираем такой формат, который был бы наиболее удобен. То есть это может быть и полное погружение длительное, а может быть такое микрообучение, да, которое каждый может в удобное время для себя посмотреть. А какие знания и навыки все-таки важны для госслужащего? В зависимости от той должности, на которой он претендует, либо работает, да, от ведомства требования могут различаться. Но все-таки есть такие компетенции, которые являются важными, необходимыми для каждого госслужащего. Мы их заложили в нашу модель компетенций государственных гражданских служащих Республики Саха-Якутия, которые разработали в 2020 году, мы их постоянно актуализируем. Туда входят такие компетенции, как умение взаимодействовать, да, активно в команде. Это и проактивность, это постоянное улучшение, это постоянное саморазвитие. То есть госслужащий должен постоянно развиваться, потому что, чтобы угнаться за временем, да, необходимо все время учиться, развиваться. Поэтому мы формируем такую непрерывную систему развития. Вот. Это также умение системно мыслить, умение масштабно мыслить, генерировать идеи, и, конечно, создавать ценности для людей. Но все-таки есть какие-то базовые критерии, но от каждого ведомства еще есть свои дополнительные запросы, какими должен обладать знаниями человек. Для того, чтобы пройти конкурс, желающие должны
ну, собрать пакет документов, да, подать его. После этого они допускаются к конкурсному отбору. Да. Он включает в себя как и оценку на профессиональные знания, то есть на знание законодательства, да, так и вот оценку компетенций, да, ну и соответствующем ведомстве, в которое они планируют поступить. А насколько сейчас престижна госслужба? Каков средний возраст и какие тенденции преобладают в этой сфере в последнее время? Ну, госслужба всегда была востребованной, да, актуальной. Сейчас это тоже сохраняется. Интересные задачи, масштабные проекты, да, стабильность, это все привлекает кандидатов и выделяет госслужбу, ну, среди прочих, да, сфер деятельности. Молодые люди приходят на госслужбу, потому что хотят изменить жизнь людей к лучшему, да, они знают, что могут включиться в такие вот, ну, большие, да, какие-то интересные проекты, участвовать в них, увлекаться, могут быстро набираться опыта, при этом эксперты-наставники выступают, ну, в качестве, получается, ну, менторов, вот. Какие тенденции? Ну, это, в общем, связано с тем, что государство в целом, да, меняет свои подходы, внедряются клиентоцентричные подходы, у нас все сервисы становятся более удобными, простыми, понятными, да, для клиентов, процессы становятся прозрачными, информация открытой и доступной. Ну и также, получается, на госслужбу в целом начинают приходить люди из коммерческого сектора. Они, конечно же, с собой приносят свой опыт, да, терминологию свою, инструментарий. И это все заставляет госслужащих быть более адаптивными, гибкими, да, и, ну, и меняется их мышление в том числе. Но все-таки госслужащий становится моложе. Раньше просто было госслужащий — это какой-то взрослый, солидный человек. Но в наше время это молодые люди. Какой средний возраст? Средний возраст это, ну, около 30 лет, скорее всего, да. И да, я с вами согласна, что все больше молодых людей начинают поступать на государственную гражданскую службу. Давайте вернемся к вашей образовательной системе. Какие новые образовательные программы вы предлагаете вашим слушателям? У нас прямо сейчас идет набор на программу профессиональной переподготовки и юриспруденции. Мы в этом году существенно переработали содержание программы, и теперь это такой уникальный продукт, который включает в себя лидерские, инновационные подходы. Мы, получается, разрабатывали программу совместно с экспертами, с практикующими юристами. Мы подходили, спрашивали, да, чему сейчас необходимо обучать юристов, какими навыками, знаниями они должны обладать, потому что вот прямо пришли и уже могли эффективно работать. И это мы все включили в нашу программу. И все исследования сейчас показывают, что помимо профессиональных знаний, то есть это вот знание законодательства, умение применять его на практике, да, очень важны и личностные управленческие компетенции у юриста. Потом у нас включен такой блок. У нас будущие юристы обучаются и ораторскому мастерству, и умению публично выступать, и командному взаимодействию, да, и умению управлять конфликтами, стрессом, как взаимодействовать в командах. Это вот все мы включили в нашу программу, потому она получилась очень интересной, насыщенной. Я бы призвала, да, к нам на обучение. Александра Гавриловна, но вы уже затронули тему отбора. Давайте немного подробнее о ней поговорим. Есть ли какие-то критерии этого самого отбора? Сложно ли к вам попасть? И достаточно ли просто одного желания стать госслужащим и попасть к вам, или нужно что-то более? Мы являемся образовательным учреждением, да, занимаемся обучением и развитием. Обучаем мы как всех желающих, и к нам попасть, ну, легко, мы открыты, да, мы всегда работаем с запросами уже конкретными, да, для того, чтобы вот эффективно учиться, нужно понимать, зачем это тебе надо, то есть какие цели ты перед собой ставишь, для чего это надо, потому что учиться чему-либо просто так, ну, это сейчас как бы, ну, нецелесообразно, да, получается, время бежит очень быстро, ну, и необходимо как бы знать, да, осознавать, чего ты хочешь в жизни, как расти и что тебе для этого необходимо. Ну и как бы гибко подходить к этому вопросу. Вот. То есть очень важна мотивация, получается, да, важна мотивация. И у нас такой принцип, что, ну, клиентоцентричное обучение, то есть под запросы, под цели, задачи, да, клиента, и такого принципа взаимосвязи, да, с достижением поставленных целей.
А сколько длится обучение и что получают по окончанию этого самого обучения? Это какие-то дипломы, сертификаты для того, чтобы, конечно же, пойти потом на службу в госучреждение и построить карьеру? По итогам обучения по программе профессиональной переподготовки мы выдаем дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. Обучение у нас длится от полугода до 8 месяцев. Это обычно у нас 2 сессии. Они у нас проходят либо в очном формате, то есть мы вызываем на сессии, да, это 3 недели полного погружения, потом подготовка к итоговой аттестационной работе. Да. Иногда возможны варианты обучения онлайн, да, то есть как бы современные реалии диктуют тоже свои условия. Вот. По итогам повышения квалификации мы также выдаем удостоверение установленного образца, и после участия в различных активностях тоже, да, все наши слушатели получают подтверждающие документы, сертификаты. Ну и в завершении нашей беседы хочется спросить, если человек все же решил пойти учиться в вашу школу менеджмента, что для этого требуется? Помимо его каких-то качеств, давайте подытожим. Чтобы поступить на программу переподготовку, необходимо принести следующие документы. Это, получается, паспорт, его копию, это диплом, его копию со всеми приложениями, это копию ННН, копию СНИЛС, это фотографии 3×4, такие формальности. И все, вы можете подать заявки на нашем сайте www.shim.sakhagov.ru. Там есть все наши образовательные программы. Можно будет подать заявку и обратиться к нашим специалистам. Мы всегда открыты и рады сотрудничеству. Александра Гавриловна, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем развития вашему учебному заведению. Пусть студенты ваши только множатся. Благодарю вас. Спасибо, Валерия. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Александрой Турантаевой, исполняющей обязанности ректора Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Всего доброго.